На ТНВ «Время новостей Татарстана». Здравствуйте, в студии Алексей Калиничев. И вот о чем расскажем в этом выпуске. В Верхнеуслонском районе глава поселения спас пожилого хозяина из горящего дома. Я подбежал к окну, выбил раму, ногой выбил раму. А герои нашего времени – Салават Мухаммадуллин. Паводок на поводок. Высота перелива над мостами составляет 40 сантиметров. Это сегодня только еще мало воды. Как талая вода топит мосты и дворы Татарстана, узнавал Рамиль Шайдуллин. Десятки деревьев пошли под снос. По самому контуру идет, все это граница. Для чего готовят огромную площадку под Зеленодольским районом, узнавала Альбина Миневаева. Неустранимая свалка в центре Казани. Вот деловой центр большой. Вот эти все дома, они все сваливают сюда, потому что здесь частные дома. Кто в ответе за всеобщий мусор и когда, наконец, его уберут? Подробности в репортаже Эмилии Исламова. История в огне. Сегодня в Казани на улице Тукая горел дом Крестовниковых, объект культурного и исторического наследия. Полыхало так, что видно было с любой точки города. Памятник 20 века тушили одновременно 20 единиц спецтехники и 80 пожарных. Воду пришлось брать даже из озера Кабан. А все из-за большой площади возгорания. С деталями Аделя Коломейц. Вот так полыхало издали, еще страшнее вблизи. Причем огонь распространялся со скоростью ветра. Очевидцы отбегали подальше, а пожарные с трудом контролировали процесс тушения. Сообщение о том, что на улице Тукая загорелся дом фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы», поступило на пульт пожарных в полдень. Позвонили охранники. На место отправили 20 единиц спецтехники и 80 пожарных. Так много неспроста. Здание историческое, третьей степени огнестойкости, то есть все перегородки, перекрытия деревянные, пустотные. Значит, внутри работать невозможно, опасно для участников тушения пожара, поэтому принято решение, работаем только с лафетных стволов, это мощные стволы. Однако испытать мощность стволов получилось не сразу. Не хватало воды, пришлось тянуть линию на озеро Кабан. Тушили более 3 часов, благо что в здании на момент возгорания никого не было. Вот уже 2 года оно не используется. Пожар был потушен 15 часов 39 минут на площади 1200 квадратных метров. Предварительная причина пожара электротехническая. На месте работают дознаватели Государственного пожарного надзора и испытательной пожарной лаборатории по Республике Татарстан. Не только дознаватели, но и сотрудники Минкульта Республики. Дом фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» был построен в 20 веке и входит в список культурного наследия Казани. По поручению прокурора Республики Ильдуса Нафикова прокуратура уже начала проверку по этому делу. Адель Коломейц, Айрат Назипов, Елизавета Пастухова, Андерсен Тальцев. ТНВ, Казань. А в этой истории с пожаром есть и разбитые стекла, и ранения, и одна спасенная жизнь. В Верхнеуслонском районе глава поселения рискнул своей жизнью ради спасения чужой. Он вынес 80-летнего пенсионера из горящего дома, когда практически уже не было шансов. Как это было, с подробностями Салават Мухаммадуллин. Подбежал к окну и ногой выбил раму. А стекло на вас не попало? Ничего? Ну, стекло немножко попало. Вспоминая тот день, он явно скромничает и отделывается простыми словами, хотя его решительности позавидовали бы многие. Накануне утром Айдар Шайдуллин первым увидел, что горит дом. Вызвав спасателей, сам, добровольный пожарный дружинник, он бросился прямо в огонь спасать. В момент, когда я разбивал окно, то есть в избу уже проникал дым, то есть угарный газ. Внутри дома на этом месте сидел его 80-летний хозяин. Айдар, не теряя драгоценной секунды, попытался вытащить ничего не понимающего и почти глухого пенсионера через окно, но тот упорно сопротивлялся. Тогда спаситель, рискуя своей жизнью, вывел мужчину через входную дверь, где уже все было охвачено пламенем. Он сам свой поступок особенным не считает, а вот местные жители, напротив, называют добровольного пожарного, а по совместительству еще и главу сельского поселения, героем. Так же бы человек-то ведь умер бы, задохнулся, не вышел бы. А это уж, конечно, человечно, геройский. Он у нас хороший человек, глава поселения, всем помогает. Бориса Майорова, которого спас Айдар, приютили родственники. Сейчас с ним все в порядке. Папа чувствует себя хорошо, отошел от пережитого потрясения. Мы все благодарны, конечно.
нашему председателю. Не все в риск могут зайти в горящий дом. За отвагу и спасенную жизнь Айдар Шайдуллин представлен к награде. За проявленную в условиях, сопряженных с риском для жизни, смекалку, отвагу и самоотверженность, направлено ходатайство о награждении Шайдуллина медалью МЧС России. Я считаю, это долг каждого мужчины помочь, помогать, спасать. И таких героев в Татарстане не один и не два. Только в феврале здесь же, в Верхнеуслонском районе, мужчина спас соседского ребенка из горящего дома. В марте челнинские полицейские, не дожидаясь пожарных, вытащили из огня мужчину и эвакуировали 20 человек. Именно этих людей через года и будут называть героями вне времени. Салават Мухмадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Верхнеуслонский район. В Татарстане объявлен противопожарный режим. Он вступит в силу с 25 апреля и продлится 2 недели. В это время запрещено жечь траву и мусор и разводить костры вне специально отведенных мест. За нарушение штраф от 400 до 400 тысяч рублей. Талая вода топит мосты и дома. В Татарстан пришел паводок. Под водой уже 2 моста. И хотя еще совсем недавно уровень воды в Волге был на 1,5 метра ниже критического, спасатели в режиме боевой готовности. Проснулась Свияга и на несколько дней остановила движение машин у Буинска. Рамиль Шайдуллин увидел, каково это, когда не проехать и не пройти. Словно для нереста рыбы, мосты у Буинска сегодня под толщей воды. Так поднялась Свияга. С каждым днем вода прибывает. На 2 мостах запрещено движение. Теперь, чтобы добраться до нужной точки, ехать до 20 километров по объездной. Если уровень воды над мостом более 40 сантиметров, то в таком случае даже запрещено движение большегрузных автомобилей. Паводок губит не только маршруты, но и личные дворы. Вот так бывает, когда рядом нет ливневой канализации и вплоть до мая хозяева справляются сами. А воду качаем, школа запрещает. Таскина Гурьянова вновь на посту. От потопа спасает сад и дом. Сначала ведрами, а теперь насосом. Каждый день женщина осушает подвал. Тщетно. Каждое утро вода вновь здесь. И вот стены вот из-за этой воды, она набирает влагу. И все отваливается. Учитывая то, что с осени земля была не насыщена влагой, уровень воды в Волге сейчас примерно на 1,5 метра ниже критического. Уровень воды в Казанке, озере Кабан и протоке Булак примерно на 0,7 ниже уровня. По словам исполкома, дома топит не стихия, виноватые талые воды. Жалоб на это только по Казани набралось уже 15. У кого-то вода прибывает, а где-то не уходит. Труба забитая. Если труба она была чистая, вода, вся ливневая вода, этого не стояла. Вот и дом Мансура Сабирова топит не потому, что вода прибывает. Вода стоит из-за засора. Забились трубы для отвода. Еще с осени, но аукнулась по весне. Если их очистить, то вода уйдет. Проверить это не так много времени. После приезда ТНВ на месте заработала спецтехника. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань, Буинский район. Еще один банкрот. Арбитражный суд Татарстана сегодня признал Интехбанк несостоятельным. Открыто конкурсное производство на год. Управляющим назначено агентство по страхованию вкладов. Обследование, проведенное Временной администрацией, показало, обязательства банка превысили 25 миллиардов рублей. При этом стоимость активов оценена в размере 11 миллиардов. Вырубленные деревья в несколько гектаров под Зеленодольском. Целый участок лишили леса. Вместо деревьев на десятках гектарах теперь бревна и пни. Об этом в редакцию новостей сообщили очевидцы и задались вопросом, что происходит. Альбина Минибаева разбиралась на месте. Рабочая техника теперь полноправный хозяин на месте бывшей лесопосадки. Работы по обустройству территории начались здесь в декабре. Деревья пошли под топор. Десятки гектаров срубленного леса, но это только одна часть. Дальше больше, там тоже уже успели срубить деревья. Все срубы лежат на месте, их еще не успели убрать. Однако работа уже идет. Кто вырубает деревья и зачем? С этим вопросом в редакцию позвонили очевидцы вырубки. Выехав на место, мы выяснили, что здесь уже все согласовано. Это территория будущей промышленной площадки Зеленодольск. Факт подтвердили и в Минэкономики Республики. Площадь больше 100 гектаров, работы не на 1 год. К концу 17-го здесь завершат инфраструктуру. Дальше будут работать сами резиденты. Даже сейчас еще работы по вырубке деревьев не закончены. Вот дорогу проложили песок. Вот песок по самому контуру идет.
все это граница территории. Вон до того леса, правильно понимаю? До того леса. лесного массива, А да? тут остались только вот такой сухостой, остатки. Хорошая транспортная развязка, рядом Казань, локация для промзоны выигрышная. Ради этого пожертвовали деревьями. На прошлой неделе территорию оценили представители Фонда развития моногородов и будущие резиденты. Прогнозируем, что будет в срок введены все объекты инфраструктуры в эксплуатацию. Может быть, даже и ранее срока, как руководство республики говорит, что будут стараться с опережением. Пока по плану здесь будут реализованы 7 проектов резидентов. Администрация Зеленодольска заявила, что вместо срубленных деревьев будут посажены новые. Альбина Минибаева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Зеленодольский район. Безграничный мусор. Стихийная свалка прямо в центре города стала настоящим камнем преткновения. Пока управляющие компании не могут разобраться с ее территориальной принадлежностью, жители близлежащих домов ищут виноватых среди соседей. Попытался их найти Эмиль Исламов. Вот деловой центр большой. Вот эти все дома, они все сваливают сюда. Резонное предложение жителей частного сектора, что затерялся среди новостроек на пересечении улиц Солдатская и Бондаренко. Мусорят не местные, а понаехавшие, новоселы или сотрудники офисных центров. У нас отдельная помойка, то есть выкидывают в основном, я думаю, так, жители. Не менее резонное возражение жителей новых домов. Новостройки, как правило, оснащены мусорными контейнерами, которые обслуживают управляющие компании. А вот частный сектор как раз таких благ цивилизации лишен. Однако ходить мимо такой помойки неприятно ни тем, ни другим. Тем более удивительно, что в шаговой доступности целых 5 обустроенных площадок для складирования бытовых отходов. Мы даже их не касаемся. А вы сами куда свой мусор деваете? Вот. Там, видишь, пойдешь сразу. Вот 6-й дом, вот Савинки, вот рядом дома, короче. Кто ближе, сюда ставит. Стихийная свалка, по сути, в самом центре Казани не поддается никакому искоренению. Местные жители, которые живут в близлежащих домах, рассказывали, что неоднократно эту свалку ликвидировали, но срабатывал так называемый эффект разбитого окна, когда один брошенный по старой памяти пакет снова через несколько месяцев превращается в точно такую же свалку. Проблемной свалки, по словам экологов, более 2 лет. Раньше здесь стояли контейнеры, но, как говорится, привычка вторая натура. Даже после того, как нарушителей ловили за руку, выписывая штрафы по 1000 рублей, ситуация не поменялась. Их совесть позволяет выбрасывать мусор вне контейнерных. И в связи с этим образовалась там свалка, был составлен акт, было отправлено письмо в администрацию Московского и Новосавинского района для ликвидации. Усугубляет эту ситуацию и то, что убирать на постоянной основе свалку просто некому. К сожалению, это не только граница улиц, это граница 2 районов. Вот эта свалка, как раз, или замусоренность в настоящее время находится именно на границе 2 районов. И данная замусоренность будет ликвидирована в течение, в настоящее время проходит 2-месячник по санитарной очистке районов, она будет ликвидирована. Хотя в этот раз свалку на пересечении районов общими силами все-таки уберут, практика показывает, что пока люди, живущие в округе, сознательно не прекратят выкидывать на этом месте мусор, ситуация не изменится. Эмиль Исламов, Игорь Романов и Рамзиль Гарипов. ТНВ «Казань». Это новости Татарстана, и вот о чем расскажем далее. Близкий далекий космос. Казань – город космический. Как республика связана с покорителями высотки, где сейчас можно почувствовать себя космонавтом, узнал Дмитрий Аренин. Полет инженерной мысли. Приветствую вас. Меня зовут Иному. Появятся ли в Казани роботы-экскурсоводы в сюжете Сергея Хайдарова? Сегодня Россия отмечает День авиации и космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, тем самым открыв эпоху пилотируемых полетов. С этим событием татарстанцев поздравил Рустам Минниханов. Он выложил яркий видеоролик в Инстаграм. «Кто не хотел быть космонавтом?» подписал президент. С Днем космонавтики всех татарстанцев поздравил и исполняющий обязанности премьер-министра республики Алексей Песошин. В своем поздравлении он отметил: покорение космоса – выдающееся событие 20 века. И пожелал всем, чья деятельность связана с исследованием космоса, крепкого здоровья, оптимизма и семейного благополучия.
Символично, что накануне благополучно вернулся на Землю первый уроженец Татарстана, побывавший в космосе. Сергей Рыжиков из Бугульмы на борту МКС пробыл почти полгода. В республике же День космонавтики ознаменовался целой плеядой открытий. Дмитрий Аринин, который в детстве тоже мечтал стать космонавтом, этот день провел в космической капсуле. Первого космонавта планеты Юрия Гагарина сейчас, пожалуй, знают во всем мире. Во многих городах в честь него названы и улицы. Есть такая и в Казани. Сейчас здесь можно увидеть цветы. Поехали! А на доме на улице Лядова сегодня появилась символическая мемориальная доска в честь Сергея Королева. Основатель отечественного ракетостроения и пилотируемой космонавтики 3 года жил в Казани. В середине 40-х он трудился в закрытом КБ при авиационном заводе, в одной из так называемых «шаражек». Здесь разрабатывали ракетные двигатели. Вот уж действительно, через тернии к звездам. Мы просто хотели, чтобы это было действительно символично, непосредственно в день праздника, выйти с такой общественной инициативой, и чтобы в ближайшее время появилась уже настоящая мемориальная табличка. К чему привели труды Королева, у нас уже можно увидеть во всей красе и в последней модификации. Сейчас в Казани находится капсула настоящего космического корабля «Союз-ТМ». На ней вернулся на Землю факел Олимпийских игр в Сочи, который побывал на орбите. Сейчас эта капсула помогает детям научиться конструировать свои космические корабли, правда пока учебные. Отряды юных космонавтов возникают не только в самом городе, но и в республике. Мне интересно больше всего космические аппараты и возможные полеты на другие планеты, на которых, возможно, существует жизнь. А это то, что само прилетело из космоса на Землю. В Музее естественной истории появился ровесник Солнечной системы. Редкий магаданский метеорит из камня и железа Сеймчан. По соседству глыба, которая упала в Муслюмовском районе. В таких метеоритах ученые порой находили окаменевшие нанобактерии. Таким образом, сторонники, так сказать, теории происхождения жизни из космоса как бы получили косвенные доказательства. На практике же становление космонавтики дало толчок развитию многих высоких технологий. Шаг в космос открыл перед человечеством просто океан возможностей. Дмитрий Аринин, Азат Самигуллин, Алмаз Заединов, ТНВ, Казань. В Салават-Купыре сегодня сдали еще один дом. Объект на 255 квартир по адресу Айрата Арсланова, 13, строила фирма «Акташ». Выдавать ключи начнут завтра, а на подходе еще один дом. Документы по нему должны быть готовы к концу апреля. Общественный транспорт Казани начнет ходить по-новому. На днях состоится конкурс на разработку нового проекта. Его должны ввести к 2018 году. Расходы на эти цели в столичном бюджете предусмотрены. А вот найдутся ли деньги на освещение городских улиц? Об этом в сюжете Лейсан Сабировой. В 2016 году с территории города всего было мобилизовано 135,5 миллиардов налоговых доходов. 60% бюджета все еще формируется за счет налогов. Особо объемные доходы физлиц, земельный и налоги на совокупный доход. И хотя результаты некоторых налогов показывают увеличение их объемов, следует все-таки отметить, что в целом практически уже исчерпан потенциал их значительного роста. Так, если поступление налога на доходы физических лиц в прошлом году еще увеличилось в связи с ростом заработной платы, то поступление второго крупнейшего доходного источника земельного налога пошло на снижение. И причиной этого является практика оспаривания кадастровой стоимости земельных участков. Это тенденция всех городов-миллионников, однако Казани удалось сохранить высокие результаты. Доходы по всем источникам превысили 22 миллиарда рублей. А самой расходной сферой городского бюджета оказалось образование. Также большие деньги направили на переселение граждан из аварийного жилья, организацию досуга детей, на строительство и ремонт дорог, озеленение города. Удалось осветить 21 поселковую улицу. Однако проблема остается с освещением перекрестков. Остро стоит вопрос на 56 точках. К сожалению, на сегодняшний день городским бюджетом не предусмотрены финансовые средства в размере 77 миллионов рублей для полного решения данного вопроса. Пока удалось решить только часть вопроса. Тем временем профицит бюджета прошлого года направили на новые проекты, часть из которых пройдет на рекультивацию Самосыровской свалки. Не исключено, что на месте полигона появятся холмы с деревьями. Также планируют разработать новую схему движения общественного транспорта. Конкурс на проект пройдет на днях. Не обошлось и без вопроса о банковском кризисе. Уверен, что под руководством нашего президента, правительства нашей республики, с нашим бизнес-сообществом, с нашим крупным бизнесом мы обязательно решим проблему, банковский кризис Татарстана, который имеет место быть, как в целом по России.
Мы с вами не в отдельно взятом оазисе живем. При всем благополучии и сильной, мощной экономики нашей республики и столицы в том числе. Также депутаты направили в адрес республиканских коллег законопроект о введении административной ответственности за недобросовестное использование объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности. Лизан Сабирова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Гении инженерной мысли. Разработчики со всей России приехали на хакатон. Его приурочили ко Дню космонавтики. Здесь и говорящие роботы, батарейки из лимонов, и самолеты-беспилотники. Молодые инженеры и программисты из Казани, Пензы, Самары и Тамбова представили десятки уникальных разработок. Затем, как молодое поколение двигает прогресс, наблюдал Сергей Хайдаров. Приветствую вас. Меня зовут Инмуф. Вот такое неожиданное знакомство. Он разговаривает и отвечает почти как человек. Робот Инмуф разработан специально ко Дню космонавтики. Его собирали сразу 10 учеников инженерного лицея КНИТУ КАИ. Этот робот был полностью распечатан на 3D-принтере. Над ним работали всего 2 недели, но уже сейчас он может поздороваться и пожать руку. Пока на этом функции Инмува ограничиваются, но совсем скоро, по словам изобретателей, это пластиковое создание сможет приносить пользу обществу. Идея сделать робота, который будет вести экскурсии. Также он будет показывать свою мимику и так далее. Главное для юных изобретателей, чтобы их творение приносило пользу. Таких здесь немало. Это и лимон-батарейка, и уникальная теплица. Особенность в том, что установить ее можно где угодно. Однако даже здесь было место для маленького ЧП. Немного поломалось при транспортировке. Я думаю, в течение часа я восстановлю это. Сегодня свои работы представили ученики инженерных лицеев Пензы, Самары, Тамбова и Татарстана. Причем среди изобретателей немало и девушек. Порадовалась за то, что мы сегодня даем достаточно хорошие знания в наших инженерных лицеях, и мы не зря республика создавала их при наших университетах. А радовали юные изобретатели не только на земле, но и в небе. Они уверены, что День космонавтики не может быть без самолетов. Надеются оказаться на форуме и в следующем году, и там взлететь еще выше. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». Променял свободу на алкоголь, как мобильные приложения помогали сбывать наркотики. Все подробности через несколько минут. Далее программу продолжит Алмаз Гафиятов обзором спортивных новостей, после чего информация о погоде. И до встречи в 21:30. Иногда ипотека бывает неподъемной. Мы снизили для вас процентную ставку. Ипотека всего от 8% в новом жилом комплексе «Садовое кольцо». Акташ Инвест. Доверьтесь нашему опыту. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. Мобильная связь «Летай» для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов. Это большая сеть 4G. 50 гигабайт 4G за 180 рублей в месяц. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Продадим любой ценой. Ограниченная партия автомобилей Nissan с максимальными скидками. Узнайте подробности в автоцентре Марка. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Оплати и выиграй главный приз iPhone 7. Татэнергосбыт проводит акцию для потребителей. Подробности на сайте tatenergosbyt.ru. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. 100 тысяч подарков. Весь апрель Мебельград дарит подарки каждому покупателю. В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. «Шевроле Нива» – надежный внедорожник с постоянным полным приводом, созданный для самых сложных дорожных условий. Успейте обменять свой автомобиль в Кан-Авто на новый «Шевроле Нива» с выгодой до 60 тысяч рублей. Кан-Авто. 20-й фестиваль «Страна поющего соловья» Фонда духовного возрождения Рухи от компании «Татнефть» приглашает на гала-концерт. Ждем вас 17 апреля в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая в городе Казань. Пятерочки. Пенсионерам скидки на продукты и напитки. По понедельникам скидка 10%. Пятерочка выручает.
Только до конца апреля. «Лада Веста» с выгодой до 30 тысяч, «Лада Гранта» до 60 тысяч и X-Ray до 90 тысяч рублей. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр «Парус». Межрайонный центр глазной хирургии Хузангаева. Современные технологии лечения катаракты, глаукомы, патологии сетчатки, детских глазных заболеваний. Добрый вечер. Время новостей спорта на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Один шаг до титула европейских чемпионов. Волейболистки казанского «Динамо» в дебютном матче принимали итальянский клуб «Юнет Ямамай». Еще не успели остыть эмоции после решающей битвы в полуфинале чемпионата России против «Уралочки», как наступил финал Кубка ЭКВ. График выступлений у девушек из «Динамо» не просто плотный, а практически перегруженный. Дополнительная игра Суперлиги плюс золотой сет с Галатасараем. И все это за несколько календарных дней. Переиграв итальянских соперниц в 4 партиях, наша команда стала еще ближе к международному трофею. Сразу после ответного матча в Италии команда отправится в Москву. Там состоится финал российского чемпионата, где нашим девушкам придется сражаться против «Динамо». К сожалению, скажем так, действительно, график у нас очень сложный, сложнейший. Значит, но мы будем готовиться именно к этой игре. Я думаю, потом уже будем думать о финале чемпионата России. То есть сейчас на данный момент нужно правильно распределить наши силы и подготовку к Италии. Продолжаем волейбольную тему. Чуть больше времени на отдых у мужской команды Казани. «Зенит» также отправился покорять Европу. Победа над Белогорьем на домашней арене, безусловно, неплохой стимул для повторного успеха. Но все понимают, насколько опасен раненый белгородский «Лев» у себя дома. Накануне игроки «Зенита» провели полноценную тренировку на родной арене, после которой команда в полном составе отправилась в Белгород. Напомним, что в этих матчах казанцы могут заявлять дополнительные иностранцы, в частности, Теодора Салпарова. Только один коллектив выйдет в финал 4 мужской Суперлиги. «Зенит» одной ногой уже там, но последний бой, как правило, бывает самым трудным. Мы настраиваемся на эту игру очень серьезно, потому что Белгород доказал за последние несколько лет, что одна из топ-команд не только в России, в Европе, в мире. Так что будет очень тяжело там. Родной зал, будут поддерживать их болельщики. По всех элементах будут играть позже. Так что мы должны настраиваться на очень серьезную борьбу. Сегодня также ватерпольный клуб «Синтез» отправился в Волгоград. Там в пятницу пройдет второй матч финала чемпионата России. В стартовой игре «Синтез» уступил «Спартаку» со счетом 8-11. Матч получился напряженным для обеих команд. Но после серии удачных атак гости вышли вперед и не позволили нашим ватерполистам догнать себя. Вторая игра состоится 14 апреля в одноименном бассейне города Волгоград. При условии, что команда Андрея Белофастова выиграет этот поединок, будет назначена дополнительная встреча. Она пройдет там же 15 апреля. Пожелаем нашим ватерполистам успехов. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды. Завтра во многих районах Татарстана дневные температуры станут ниже, местами пройдут дожди. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево малооблачно, ночью пройдет дождь, местами сильный, и около 4 градусов тепла. Днем без осадков +8. На северо-востоке ночью также местами с дождем +3. Дневные температуры до 8 градусов выше нуля. На севере Татарстана пасмурная погода. Ночью +5, пройдет дождь. Днем без осадков +8. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси переменная облачность. Местами пройдут осадки в виде дождя. Ночные температуры +2, днем +9-11. Переменная облачность на юго-западе Татарстана. Ночью местами с дождем и до 2 градусов тепла. Днем без осадков +12. В ночное время осадки пройдут и в центральных районах республики. Ночные температуры +3, днем до 10 градусов тепла. Весна – самое время наслаждаться погодой и гулять почаще на свежем воздухе. Завтра в Казани переменная облачность, ночью возможен дождь +3, +5. Дневные температуры +9-11. Ветер юго-западный порывистый до 9 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и завтра составит 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 63%. Ожидается слабая магнитная буря. Берегите себя. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.